Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Где и в чем искать ключ от счастья? Мои хорошие, настраивайтесь, посмотрите на песочек, загадайте, пожалуйста, на себя. Назовите свое имя, свою дату рождения. Так и спросите, где и в чем искать ключ от счастья. Надеюсь, вы все настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Высшие силы, Божьими моими руками, пусть откроют мне то, что у нас сейчас скрыто. Так, прежде чем приступлю к отсыпке, хочу, мои хорошие, вам напомнить, что 7 числа у нас начинается обряд на привлечение богатства на 7 лет. 6 числа я скажу, что нужно делать. Сегодня хочу вас попросить подготовить вещи, которые нам будут необходимы для обряда. Найдите 7 монет одного достоинства. Это могут быть абсолютно любые монеты, главное, чтобы были одного достоинства. То есть те монетки, которые входят в вашей стране. Цвет не важно. Важно, чтобы их было 7, они были одинаковые. Помойте их хорошенечко, вот прям с мылом, с содой, с мицелляркой, кто чем моет, вот помойте, чтобы они были у вас чистенькие. И также подготовьтесь, найдите 7 маленьких кулечков, мешочков. Кто вяжет, свяжите себе, кто шьет, сшейте. Если не вязать, шить не умеете и кулечков, пакетиков найти невозможно, просто подготовьте тогда 7 маленьких таких тряпочек, которые вы будете эти монетки заворачивать. Цвет тряпочки, в принципе, без разницы, но вот в идеале, конечно, бы зеленый. Вот все, что касается там зеленых цветов, оттенков зеленых, вот это вот прям усиливает. Но это не принципиально. Итак, 7 монет одного номинала, плюс 7 пакетиков, либо 7 тряпочек, мешочков, ну что найдете. Вот это нужно будет вам подготовить. 6 числа выйдет видео, скажу во сколько и что делать, ну а 7 числа вы будете делать самостоятельно. Так, мои хорошие, переходим к отсыпке. Ключ от счастья. Ну, вы знаете, ключ он есть. И он даже ближе, чем вы можете подумать. Но к этому я вернусь немножечко попозже. Я вам хочу рассказать о том, что вам мешает стать счастливым человеком. Вот реально мешает. Здесь идет очень сильное влияние. Влияние общества, влияние окружения, влияние не совсем хороших и добрых людей. Влияют, и причем влияют очень сильно. И на здоровье могут влиять, и на психическое состояние, даже на восприятие мира. Слишком вы как-то поглощены информацией, которая приходит извне. Конечно, жить в вакууме это невозможно, но с другой стороны, быть настолько восприимчивым человеком тоже, на мой взгляд, не стоит. Вот совсем не стоит. Иногда нужно себя защищать от информации, которая несет какой-то разрушительный характер. Вы просто как губка впитываете все, что вокруг вас происходит, все, что вам говорят. Отсюда могут быть и всякие нервные потрясения, отсюда могут быть и всякие неудачи, какие-то опрометчивые шаги и действия. Вот смотрите, у меня здесь вы. И вы у меня в таком положении, да, вот почти что лежа. Над вами стоит человек, который вам в голову что-то постоянно вот вливает. Знаете, как на уши присел и начинает туда вкачивать в вас какую-то информацию. Информация вас ограничивает и вас блокирует. У вас даже здесь, смотрите, змея над вами. Понимаете? Змея. Знаете, вот в Библии написано, да, не сотвори себе кумира. Часто так случается, что люди несознательно это делают. Посмотрите по сторонам, посмотрите на тех, кто вас окружает. Подумайте о
о том, чем вы занимаетесь, да, что вот ваш обычный распорядок дня. С кем общаетесь, о чем общаетесь, на что вас подбивают, какую информацию вам в голову постоянно вкладывают, да, на какие разговоры вас там выводят люди. Почитайте лучше книжку. Либо почитайте там Святое Писание. Там, посидите, может быть, каким-то рукоделием, там, пирог испечите, приготовьте. Это будет лучше, чем постоянно находиться в этом информационном давлении. Вот эту змею себя нужно убирать и снимать. Ее не только нужно убрать, ее бы в идеале, вот знаете, как придушить, да, растоптать ее, чтобы она больше никогда вот так вот вам не блокировала ни вас, ни вашу энергетику. И над вами вот так вот опасным таким земноводная, да, змея земноводная, чтобы над вами так не висела. И посмотрите, вот у нее из пасти вот прям льется этот поток грязи и гадости, который вас вот прям уже по рукам и по ногам связал. Вы просто лежите. Нужно разбираться, мои хорошие, быть избирательным человеком и соблюдать гигиену, информационную гигиену, понимаете? Вы же по мусоркам не лазите. Нет. Ну так, а зачем же вы вот этот мусор весь слушаете и принимаете, потом еще пугаетесь, расстраиваетесь, переживаете, начинаете там даже какие-то агрессивные моменты испытывать? Зачем? Счастье есть, вот он ваш ключ, вот он, смотрите. Но почему вы его достать не можете? Потому что вот змея, посмотрите, какая змея над вами прям висит, там сидит, вот этим ядом своим уже вас там полностью отравила. Начните с себя. Ваш ключ от счастья, он совсем рядом. Я вам даже больше скажу, он у вас внутри находится. Но из-за того, что вот такие змеи кишат у вас под ногами, вокруг вас, выстраивают перед вами стены, у вас не получается быть счастливым человеком. Понимаете, бесовские силы пытаются вас увести от правды, от истины, от счастья, от собственного мира. Знаете, вот стоят и раскачивают вас туда-сюда, как маятник. Какое счастье! О чем мы говорим? Мои милые, вот прям вам задание. Задание, вот это надо воспринимать, да? Надо воспринимать как шанс что-то в своей жизни поменять конкретно, качественно к лучшему. Посмотрите на свое окружение. Может быть, действительно следует воздержаться от какой-то полемики с теми, кто вокруг вас. Может быть, стоит, знаете как, действительно больше заняться собой, своим внутренним миром. Искать ту самую гармонию вот, внутри себя и гармонию себя в мире. Вот это будет хорошо, это будет правильно. Подумайте об этом. В этом, кстати, кроется вот прям 50% вашего достижения, вот того самого ключа, который подарит вам счастье. Дальше, мои хорошие, здесь у меня история прошлого, тяжелого прошлого, которое не дает покоя. Кого-то предали, кого-то обманули, ну а с кем-то вообще безобразным образом поступили. Ситуация эта прошлая, она уже отошла от вас, но вы-то ее не забыли. Совершенно не забыли. А вы время от времени как будто бы туда возвращаетесь, либо ждете, что вдруг эта ситуация у меня повторится. Если вы обижены, кто-то вас обидел, неважно чем, неважно когда, здесь очень важно проработать этот вопрос и подумать, а что на самом деле произошло. Постарайтесь абстрагироваться, да? Представьте, что это было не с вами, а с кем-то другим. И как будто бы со стороны посмотрите на то, что произошло. Вам нужно принять то, что с вами было. Не смириться с этим, там, не простить, не забыть, а принять, просто принять. По факту, это уже случилось, но вы еще не приняли. Поэтому вы и переживаете, поэтому вы и обижаетесь. Это произошло. Примите, отпустите, забудьте. Потому что эта ситуация, тут человек, он, смотрите, с мечом над вами тут стоит, что-то вам сделало плохое. Человек, люди, неважно, да, вот вы потерпели. Причем потерпели достаточно сильно. Претерпели, вернее, даже не потерпели, а претерпели.
Так что, мои хорошие, здесь нужно закрывать. Закрывать нужно обязательно. Обязательно. Потому что здесь очень сильный у вас отток. Сильнейший, я бы даже сказала. Так, идем дальше. Кстати, здесь потери могут быть. Потери людей. В плане, вот человек перешел в другой мир. А вы как будто бы либо не смирились с этой ситуацией, либо как-то, знаете, может быть, даже и обиделись. Обиделись, что человек вас оставил одну в этом мире. Здесь тоже нужно проработать эту ситуацию обязательно. Принимайте то, что с вами происходит. От того, что вы не принимаете, история может повторяться. Оно вам надо? Я сомневаюсь. Вы хотите еще раз так? Думаю, нет. Поэтому, мои хорошие, принимайте. Принимайте как должное. Это уже случилось. Все. Надо отпустить. Отпустить не значит забыть. То есть предать там память этого человека. Нет, нет, это не так работает. Пересмотрите вот эти свои прошлые события. Пересмотрите. Вот прям, знаете, как хотите на бумажке напишите. Хотите прям истории напишите. Прочитайте. Прочитайте для себя. И читайте, как будто бы героиня этого повествования не вы, а кто-то другой. Вот прочитали, да, закрыли, все, забыли, отпустили. Вот нужно этим позаниматься. Я вот по своим отсыпкам уже не первый раз замечаю, на протяжении уже более года, многим из вас действительно очень нужна помощь психолога. К сожалению, я не психолог. И знаю, что такие услуги, они очень дорого стоят. Но вдруг у кого-то из вас будет такая возможность, либо, знаете, есть неплохие психологи, которые в публичном пространстве дают свои лекции, там, на том же Ютубе. Может быть, вам следовало бы посмотреть. Посмотреть, может быть, какие-то методики, да, применить. Но это важно. Важно. Вот прям очень часто проходит эта линия, когда я смотрю на будущее, когда я смотрю на ваши ситуации, я вижу, что есть то, что тянет вниз, причем тянет очень сильно. Этим нужно заниматься обязательно. Дальше, мои хорошие, по поводу счастья, ключа от счастья. Но тут счастье будет в семье. Ну тут, знаете как, путь к этому ключику, да, путь к этому счастью, он идет через семью. Вот у вас один центровой ключ, это ваше личное счастье, а вот у вас еще один такой подключик, можно сказать. Видите, он даже похож на ключик. Вот идет через кольцо, идет через семью, идет через дом, идет через любовь. Вот кто зашел на эту отсыпочку, вот именно для вас идет информация. Это ваше будущее. Семья добрая, семья хорошая, семья, в которой есть все. Все, понимаете, и любовь, и доверие, и дружба, и любовь. Счастье есть. Это очень серьезная подпитка. Это мощнейшая поддержка для вас. Понимаете, вот этот тыл, надежный тыл, который у вас будет в семье. Возможно, у вас сейчас нет семьи. Либо в вашей семье сегодняшней очень много неприятностей. Но все это можно поменять. Пока человек живет, все можно поменять. Абсолютно все. Если человека не стало, ну уж извините, кто виноват? Никто. Пока человек живет, все можно пересмотреть, переделать, отмолить, выпросить, можно поменять. Конечно, тут усилия нужно предлагать, смотря по обстоятельствам, но тем не менее, вот чтобы вы понимали. Так, мне очень нравится, что здесь идет человечек, который вам будет помогать. Помогать искать это счастье. Вернее, даже не искать, а создавать. Создавать это счастье. Открывать эти пути, которые приведут вас к ключу. Ключу, который даст вам все, о чем вы мечтали. Смотрите, какой хороший, светлый человек. У него в руках якорь. Надежный человек, стабильный человек, человек, с которым действительно можно построить очень крепкие, стабильные отношения. Вот прям заякориться в прямом смысле этого слова. Стабильность – это то, чего вам не хватает по жизни. У кого-то это отыграется как будущий муж, ваш возлюбленный, ваша половиночка. У кого-то отыграется как надежный друг. Хороший, добрый, надежный друг. Пожалуйста, вам высшие силы дают, вам высшие силы такого человека посылают, можно будет опереться. У кого-то, кстати, другом может стать даже ваш ребенок.
либо ваши там брат, сестра, мама. Понимаете? То есть это единение. Единение, когда вам хорошо, когда вы друг друга без слов понимаете, когда у вас все замечательно, когда вы полностью друг другу доверяете. Смотрите, мои хорошие, вот он ваш ключ, а это вы. Вы видите, в какой позиции вы стоите? Нужно будет согнуть спину, поработать и этот ключик просто отыскать. Вы будете искать его в себе. Я вам уже говорила, да, что вы от него не так далеко. Он у вас внутри находится, там, где ваша душа. Но слишком много всего ненужного. Те же, знаете, информация, обиды, какие-то неприятности. Ну, все мы люди, да, все мы испытываем негативные ощущения и несем опыт из прошлого. Вот это все мешает вам найти этот ключик. Вы его обязательно найдете. Он у вас прям, ну, не в центре, конечно, но ближе к центру. То есть придет время, и это время не за горами, когда вы этот ключик обязательно найдете. И что интересно, вы видите, вдвоем вы будете этот ключик отрывать. Значит, один охраняет, а другой ключик достает. Я вижу перед собой человека, который действует не в одиночку. Такое впечатление, что многие просто в одиночку не справятся. А поскольку высшие силы очень добры и великодушны, они обязательно пошлют вам того, кто вам будет помогать. Обязательно будет помогать. Вот он, ваш ключ. Он похож немножечко на птицу, которая летит вверх. Это замечательно. Этот ключ действительно дает счастье, он дает любовь, он дает веру, он дает будущее, прекрасное, доброе будущее. Когда вы найдете этот ключ, а вы его обязательно найдете, кто зашел на эту отсыпочку, вы найдете, ваши мечты начнут исполняться. Я вам даже больше скажу. То, что вы мечтаете в сегодняшнем дне, потеряет всякий смысл. Ваши мечты станут более яркими, ваши желания станут более масштабными и обширными. А вот тогда исполнение вас, ну, не то чтобы порадует, это будет, знаете, как каждый раз, да, фейерверк на небе. Вы будете смотреть зачарованными глазами и думать, как же замечательно, какая же у меня замечательная жизнь. Мои милые, я даже не знаю, что мне тут добавить. Кроме того, что все будет, и все будет хорошо. Кто-то быстрее дойдет до этого ключа, вернее, отыщет его в себе, а кто-то немножечко попозже. Но что вас всех должно объединить, это ежедневный тяжелый труд над собой, над тем, чтобы вот этим змеям не позволять вас травить, над тем, чтобы убрать, да, весь этот мусор обид, переживаний, каких-то, может быть, злых выпадов в сторону кого-то. Работайте над собой, прокачивайте себя, начните себя. Ваш ключик, он у вас внутри. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.